حالا رشته سخن به کارشناسی مسائل سیاسی نیکولایف نیکولای слова предоставится политологу Николаю Николаю. Добрый день, уважаемые друзья. Я сердечно признателен за то приглашение и почту за честь присутствовать сегодня на высоком собрании, в котором мы предоставили возможность высказать ряд своих взглядов, своего мнения. Благодарю господина Кобели за то, что предоставил возможность. Благодарю всем и желаю добра и счастья. 21 год прошел после подписания мирного соглашения с Таджикистаном. Гарантиями, которые были предоставлены жителям Таджикистана, выступали Российская Федерация, Иран и Объединенная Организация Наций. Прошел 21 год. Что же мы имеем в конечном результате? Те движущие силы, которые привели Таджикистан к мирному урегулированию, и продолжателем стала партия Исламского Возрождения, к сожалению, к моему сожалению, не получили тех преференций, которые были оговорены изначально при подписании мирного соглашения. Сегодня тенденции таковы, что используются все манипулятивные методы для того, чтобы скрыть, забыть то, что было в соглашениях. Квотирование, представление различных интересов, различных групп влияния. Сегодня в Таджикистане 94,5% высказались за продолжение срока нынешнего президента. Демократично ли это? Наверное, нет. Потому что соглашения, которые предусматривали с этим, наверное, они ставили прежде всего во главе угла демократические изменения. Сегодня это авторитарная страна. Сегодня это признают международные организации. Сегодня те гарантии, которые давала и Россия, и Таджикистан, как суверенному демократическому государству, они нарушены. Что сегодня нужно делать? Я думаю, что сегодня нужно продолжать бороться за демократические преобразования в стране. Сегодня нужно сплотиться вокруг той партии, которая представляет интересы. Почему ПИФТ? Потому что мы понимаем, что те партии, которые запрещены, нормальные легальные партии, которые запрещены в стране, они, наверное, идут правильным путем. Потому что они выражают волю народа. Потому что власть сегодня их боится. Почему партия умеренного ислама вдруг запрещается в стране, где много, практически всех граждан исповедуют ислам? Наверное, это неправильно. Почему сегодня мы говорим о том, что одной группе влияния можно руководить страной, а другой группе влияния, которая пользуется большинством в стране, невозможно даже присутствовать в публичной политике? Почему сегодня ПИФТ вынужден проводить съезд не в Таджикистане, не в Душанбе, а в Дортмунде, в Германии? Мы сегодня говорим о том, что у партий, у всех групп должны быть равные возможности, чего сегодня лишены, к сожалению, основные противники господина Рахмона. Со стороны России можно сказать следующее, что Россия поддержит любого лидера, если он выражает волю народа. Я думаю, что сегодня у партии ПИФТ, у тех людей, которые выступают за демократическое преобразование, есть уверенность, есть прямой путь для того, чтобы в следующие выборы, в следующий электоральный цикл 2020 года представить ту программу для населения, которая будет понятна, которая будет последовательно выражать волю народа для народовластия и преобразований ради спокойствия и процветания всей страны. Я склоняю голову перед теми десятками тысяч погибших, которые не дожили
до сегодняшнего дня. Я знаю очень много правозащитников лично, которые склонили свои головы, достигая эту свободу. Выражаю большую признательность матерям, которые потеряли своих сыновей, которые не дожили до этого светлого часа. Но я думаю, что Таджикистан в любом случае будет свободным, и ваши преобразования, ради которых вы здесь собираетесь, будут исполнены. Благодарю вас.